что касается взаимоотношений между национальным и религиозным, то, безусловно, что история человечества нам дает самые разные примеры, очень поучительные. Этот опыт нам нужно обязательно использовать, знать его, сначала познать, потом использовать в своей жизни. Потому что много было очень трагедий, много пролито крови, много было страданий. И самые умные люди, как известно, те, которые учатся на чужих ошибках, не повторяют те, которые уже были сделаны раньше. Вот. И говорю это все потому, что, к сожалению, в последние 200 лет в исламе появились некоторые секты или тенденции, направления, которые отличаются таким, можно сказать, большевистским подходом и требуют такой интернационализации, так сказать, ислама во всех странах, кроме арабских, потому что сами носители этой идеологии, как правило, арабы, и при этом арабские даже националисты и панарабисты. Но вот от других народов они как-то требуют отказа от всего национального и внедрения шариата, как они его понимают, в самых таких примитивных формах. И поскольку в России религия была запрещена и преследовалась в течение 70 с лишним лет, и была разрушена традиция, было разрушено наследие традиционное и православное, и исламское. Из-за этого в 90-х годах, когда государство открыло законом новым ворота для религии, то, в общем-то, мусульмане столкнулись с тем, что традиции утрачены, мы не знаем как, чего, и, к сожалению, вот на этом пустом поле появилась масса литературы из арабских стран, причем такой низкопробной, низкосортной литературы, отнюдь не классических каких-то богословов, вот, а литературы, которая, скажем, вот стоит на позициях отрицания всего национального, самобытного, требующего такого вот некого примитивного халифата в его таком чисто средневековом, даже раннесредневековом виде, более подходящем для образа жизни бедуинов. Вот. Это явление назвали словом ваххабизм, хотя слово это не очень корректное с научной точки зрения, потому что ваххаб это по-арабски одно из имен Аллаха, и все-таки название оно должно как-то отражать суть явления, а здесь оно ничего не отражает. И даже если взять основателя Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, то Абдул-Вахаб это было имя его отца, сам он Мухаммад, поэтому назвать даже в честь отца, так надо тогда полное имя отца, а не его частичку, да, то есть название некорректное. И суть явления оно также не выражает. Вот, потому что суть этого явления, она вот в таком примитивном панарабизме и в попытке выдать вот это панарабистское начало за якобы мусульманское. Вот, поэтому категорическое повеление Аллаха в Коране не прерывать родственных связей как раз и означает поддерживать свою национальность, свой народ, своих земляков, своих дальних родственников. Вот. Затем и в Коране, и в Сунне есть многочисленные обращения к различным арабским племенам. Их было много, они там враждовали между собой. Но нигде абсолютно нет ни единого аята, ни единого хадиса, который бы требовал этим племенам ассимилироваться. Речь идет только о мире между ними, о дружбе, о сотрудничестве, взаимодействии, но отнюдь не о каком-то уничтожении, чтобы исчезло такое-то племя, было поглощено другим или создано единое какое-то племя. Безусловно, религиозные вопросы для верующего, они выше остального, но это вопрос отношений между человеком и Богом. То есть фактически это цель нашего бытия, это понятно. Но когда от представления о Боге человек спускается на свой земной уровень, то принадлежность к своему народу, к своей родине, к своему обществу, она оказывается на одном из первых мест. Вот, и этого не нужно забывать.
И поэтому национальная идентификация, укрепление своей традиционной национальности, воспроизведение обычаев, которые были, это все на самом деле приветствуется и поощряется исламом. Но, разумеется, с одной оговоркой, что древние традиции должны быть адаптированы к современности. Приведу конкретный пример. Олимпийские игры. Если почитать описание в истории, как они выглядели действительно в древней Элладе, вот, то, наверное, у современного человека могут волосы дыбом стать и подумать, да как это можно было даже возрождать. Вот даже марафонский бег, это был вообще-то бег жертвоприношения. Там кровавые жертвоприношения приносились там, этим различным богам и так далее, и так далее. Да? Там